сильные верующие любимее у Аллаха, чем слабые верующие. Мы поддерживаем любые инициативы, которые связаны с развитием, поддержкой молодежи. Буайсар Сайтиев — это легендарная личность. Наверное, Хамзат, ты лучше знаешь об этом. Вообще, я сам по себе... Я ожидал такого исхода событий. Хамзат недавно громко о себе заявил в нашей республике. Ассоциация спортивных дисциплин. Сколько вообще турниров уже проведено? В этом году мы уже провели 2 турнира по бразильскому джиу-джитсу. В январе и в мае довольно успешно провели. На 2-м турнире у нас собралось около 800 участников. И следующий турнир мы планируем в ноябре, в концу этого года. Какие виды спорта будут представлены на ваших турнирах в будущем? В будущем мы хотим, помимо бразильского джиу-джитсу, нацелены организовать турнир по киберспорту. Нужно обговорить нюансы в соответствии с Федерацией киберспорта и выбрать конкретную игру, в которой будут играть спортсмены. Юнус, многие вообще боятся начинать свой бизнес в такой динамичной сфере, как IT. Что вообще вам помогло преодолеть вот эти страхи? Во-первых, я сам являюсь программистом, Python Middle разработчик. Это разработчик среднего уровня. В целом я знал, что как устроено в этой системе. И я был уверен, что у меня получится изначально, потому что я видел людей, которые занимались IT, будучи не являясь программистами. Но предпринимательского опыта у меня не было, но по ходу я его получил. Поэтому из-за этого самоуверенности, наверное, я видел, что какие ошибки допускают другие бизнесмены. Я знал, что можно делать лучше. Я сразу это видел. Я даже работал с другими бизнесменами, помогал им. У меня образование, исламское образование. Я закончил исламский университет. С помощью Аллаха я получил красный диплом. Не просто так закончил, я закончил на отлично. И я хотел создать что-то, что будет помогать нашей республике, мусульманам, нашему народу. В общем, помимо проповедования, я проповедовал у нас в селе. Я думал, помимо того, чтобы говорить, нужен какой-то инструмент конкретный. Таким образом, я искал инструмент и наткнулся на программирование. Я подумал, что, может быть, это нам поможет. И стал изучать программирование, потихоньку стал программистом. Я сделал очень быстрый результат. Я думаю, из-за того, что у меня была хорошая дисциплина, которую получил я тот же в исламском университете. В общем, я стал программистом. Я повысил свой уровень с junior на middle уровня. И я начал потихоньку обучать других учеников. Главная цель у нашей компании – это у нас развить IT-технологии среди мусульман. На пике восхождения исламские ученые были впереди в науке всех. И поэтому я хочу вернуть вот это состояние и продвигать IT среди мусульман. Для развития этого у нас есть специальные акции для именно тех, кто умеет читать Коран, кто является хафизами, те, кто закончили исламский университет, как я, для них у нас есть хорошие бонусы, акции. Я хочу привлечь вот именно эту молодежь в IT. В общем, этим наша компания отличается. На базе нашей IT-компании у нас есть школа программирования, где у нас обучаются специалисты, самых лучших специалистов, которые заканчивают у нас на золотой сертификат, мы трудоустраиваем либо к себе, либо в другие компании. Но самых лучших, естественно, мы заинтересованы, чтобы держать рядом с собой. Вы, значит, ассоциации спортивных дисциплин взаимодействуете Да. в рамках партнерства. Да, у нас коллаборация, что-то вроде. Немножко расскажете про эту коллаборацию? Да, мы с Юнусом начали сотрудничать с 2-го турнира. Это произошло в мае. Я Юнусу предложил, могли бы развить наши компании как медийно, так и по структуре, если будем работать вместе. И Юнусу эта идея понравилась, и с тех пор мы продвигаем наши идеи, развиваемся вместе, так скажем. Я хочу рассказать, почему нам это интересно. Нам это интересно, потому что Хамзат в своем направлении тоже развивает молодежь.
Мы поддерживаем любые инициативы, которые связаны с развитием, поддержкой молодежи. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в своем хадисе: «Аль-муслиму аль-кавию, аль-му'мину аль-кавию, хайрун ва ахаббу ила Аллахи мин аль-му'мини ад-даифи». Сильный верующий любимее у Аллаха, чем слабый верующий. «Ва фи куллин хайрун», хотя в обоих есть польза. То есть человек, который приносит пользу, мусульманин, который приносит пользу, любимее у Аллаха. Поэтому направление Хамзата соответствует этому хадису. В некоторых толкованиях алимы так сказали. Поэтому он развивает молодежь, становится физически сильными, физическая сила развивает и дух. Поэтому мы поддерживаем все инициативы, которые направлены на поддержку молодежи, детей и так далее. Хорошая инициатива, это не может, конечно, не радовать. Переходя к теме глобальных трендов в IT, как вы видите развитие IT-сферы в ближайшие 5-10 лет? В ближайшие 5-10 лет я вижу полный передел рынка IT. Это связано, в частности, с развитием искусственного интеллекта. Не до всех дошло, что сейчас начинающие программисты вообще не требуются работодателям, потому что искусственный интеллект уже заменяет начинающих программистов. Из-за этого я думаю, что халявщики, которые хотят быстро заработать в IT, через 2-3 месяца хотят получить большие деньги, и они отсеются, потому что начинающие программисты уже не нужны. Некоторые школы программирования, которые сейчас функционируют, не до всех это дошло. На самом деле база, которую эти школы дают, эта база уже не актуальна. Останутся только те школы, которые будут доводить учеников до среднего или высокого уровня. Поэтому будет дефицит хороших программистов, халявщики отсеются. И поэтому из-за этого я думаю, что зарплаты программистов повысятся из-за дефицита хороших программистов. Вообще тема и искусственного интеллекта, это, конечно же, бесконечно, ее можно обсуждать долго и много. Но вот как вы видите, есть ли вообще возможность регулировать этот искусственный интеллект на государственном, международном уровне, и нужно ли это делать? Да, хороший вопрос, нужно ли это делать. Это целая тема для дискуссий. Наверное, это нужно обсудить в широком кругу. Думаю, что у каждой страны будет свой искусственный интеллект, мне так кажется. По крайней мере, пока что тенденции говорят об этом. Даже в условиях глобализма? Да, верно. До сих пор есть искусственный интеллект, который отвечает, допустим, искусственный интеллект от одной страны, отвечает в интересах своей страны, другой интеллект, допустим, от другой страны, не будем называть имена, и отвечает в интересах своей страны. Если вы готовы, давайте мы начнем нашу игру. У нас 10 вопросов, и все они касаются темы спорта. У вас есть еще 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальный для вас 2. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Что выберете? Звонок другу, может быть. У тебя есть какой-то друг, это не Ибраим, я надеюсь. Да, это Ибраим. Давай, как тебе угодно. Так, звонок другу и... Право на ошибку. Право на ошибку. И первый наш вопрос про классика борьбы. В какой весовой категории БОС РСIT выступал на Олимпийских играх? До 65 килограммов, до 70, до 74 килограммов, до 79 килограммов. БОС РСIT — это легендарная личность. Про него у нас очень широко известно среди молодежи, особенно среди спортсменов. Трехкратный олимпийский чемпион. Я думаю, тут ответ С. Ответ С. БОС РСIT выступал в средней весовой категории до 74 килограммов. На летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте он не только завоевал первое олимпийское золото для Чеченской Республики, но и стал самым молодым олимпийским чемпионом по вольной борьбе в истории. Второй вопрос. В каком чеченском дистрикте располагался старейший на Кавказе стадион для спортивных и военных игр? Пешхе, Нашхе, Шатое, Макажое. Хамзат, я тут точно не уверен. Я знаю, что ни в Нашхе, ни в Шатое, Макажой и Пешхе остается. Пешхе не могу сказать точно. Давай ответ выберем. Пешхе. Пешхе. Свидетельством глубоких спортивных традиций чеченцев являлся старейший на Кавказе стадион, расположенный на землях общества Пешха. Это древнее сооружение предназначалось как для военных, так и для спортивных игр. Третий вопрос. Кого называют Колумбом чеченского бокса? Хамзата Джабраилова, Усмана Арсалиева, Ислама Арсангалиева, Альберта Гучигова. Наверное, Хамзат, ты лучше знаешь об этом.
Я ожидал такого исхода событий. Колумб — это первый открыватель у нас из этого. Да. Но все они боксеры, конечно, здесь перечислены. Да, поэтому... Вопрос, наверное, стоит в том, кто первый. Юнус, как ты думаешь? Честно сказать. Я, честно, никогда не занимался боксом. Я в детстве занимался боксом, но все равно не Я знаю. не сомневаюсь в том, что это известные спортсмены, и про них, наверное, знают много ребят, особенно те, кто занимается боксом. Давай тогда, Юнус, выберем, По интуиции. да, по интуиции. Моя интуиция говорит Арслан Галиев Ислам. Что ты думаешь, Хамзат? Я думаю, Тебя зовут Хамзат, может, тогда Хамзат. да, отличная идея, давай так и поступим. Ну, логика здесь прослеживается, да. Да. Хамзата Джабраилова называют Колумбом чеченского бокса. Он стал первым из чеченцев, добившимся высоких результатов в этом виде спорта, а также первым спортсменом из республики, удостоенным звания заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера России. Четвертый вопрос. С какого возраста в старину чеченских мальчиков приучали к искусству верховой езды? 5 лет, 7-8 лет, 10 лет, 11-12 лет. Мне кажется, 7-8 лет. 5 лет это опасно будет. Может быть, где-то кто-то в 5 и начинал, я это допускаю, но устоявшаяся какая-то традиция, может быть, не 5 лет, я думаю. 7-8 лет это как раз таки время, когда можно развивать ребенка, мне кажется. Из-за этого, Ответ? мне кажется, Б. Особое место в воспитании чеченских мальчиков занимала верховая езда. Их приучали к ней с 7-8 лет, часто начиная с приручения необъезженных молодых коней. К 15 годам юноша уже считался мужчиной, и именно в этом возрасте, по традиции, дядя по материнской линии мог подарить ему коня. С этого момента юноши начинали активно участвовать в скачках, а особенно популярной у чеченцев была и конная борьба. Пятый вопрос. Мы опять возвращаемся к Вовайсару Сайтиеву. Сколько раз Международная федерация объединенных стилей борьбы признавала Вовайсара Сайтиева лучшим борцом вольного стиля в мире? 2 раза, 3, 4, 5. Хамзат, мне кажется, 5 раз. Если есть другое мнение, посмотрим. Я вообще думал 6, может быть. Мы все очень высокого мнения об Вовайсаре Сайтиеве, но тут только максимальное количество раз из ответов 5 раз. И... Да, 5 раз. Международная федерация объединенных стилей борьбы 5 раз называла его лучшим борцом вольного стиля в мире. В 96-м, 97-м, 98-м, 2003 и 2005 годах. Шестой вопрос. Что символизирует гармоничное единство силы и духа в джиу-джитсу? Одинаковая длина завязанных концов пояса, концентрация, движение в бою, тишина в хаосе. Концентрация, движение в бою, тишина в хаосе, это все подходит под джиу-джитсу, так скажем, единство силы и духа. Одинаково завязанные концы пояса. У меня всегда бывает такое, что если подвох искать, так это в том, что тебе менее, так скажем, известно. Конечно, эти в джиу-джитсу пояса завязываются с одинаковой длиной, хотя не особо на это внимание сами джитсеры обращают, но тем не менее, как правило, концы бывают одинакового размера. И мне кажется, именно в этом заключается подвох, и поэтому я выберу ответ А. Я доверюсь Хамзату. Тогда А. Даже в деталях спортивной экипировки джиу-джитсу прослеживается философия. Например, одинаковая длина завязанных концов пояса символизирует гармонию силы, тела и духа. Седьмой вопрос. Для подростков какого возраста в старину предназначалась спортивная игра лазание на столб? 7-10 лет, 10-13, 13-16, 16-19. Тут, я думаю, более такая опасная затея, чем езда на лошади, потому что упасть с лошади это сколько там, максимум 2 метра, а столб мог быть там, я думаю, больше в любом случае 2 метров, и поэтому в целях безопасности возрастное ограничение было выше, чем для учебы. Да, я согласен, Хамзат.
Наверное, источники, а есть разные данные об этом. Я слышал, что с 12 лет. Так. Мне кажется, 13 и 16 может быть. Ну да, это такой более подростковый возраст, когда физически подросток крепнет. Более подходящий возраст, так скажем. А 10-13 лазание на столб тоже подходит, наверное. Но с 10 уже все равно опасно, да? Если это Если в общепринятое. нынешних реалиях, да, опасно. Да. Мне кажется, и 16 там будут родители, которые опасаются за своего ребенка. Ну, если исходить из этого, там и 40 есть. Да. Поэтому ответ какой? Ты у нас решай. 13-16. 13-16. Да. Путешественник Андрей Краснов в своих записях рассказывает о традиционном чеченском состязании «Лазанье на столб». Цитата. «Это испытание, предназначенное для подростков в возрасте от 14 до 16 лет», абсолютно правильный ответ, проводилось главным образом во время национальных праздников. Для состязания в землю вкапывали толстый, гладко обструганный столб, который сверху обильно смазывали салом, и на самой вершине крепилась корзина, наполненная различными призами. 8 вопрос. Сколько спортивных секций функционировало на территории Чеченской Республики в 1930 году? 5, 20, 35, 40. Это вообще, наверное, один из самых, если не самый сложный вопрос. Логично, мы уже приближаемся к финалу. И я думаю, Увеличивается сложность. пришло время взять. Воспользоваться подсказкой. Да. И какой подсказкой воспользуетесь? Я думаю, легче воспользоваться право на ошибку, потому что сейчас звонить, найти друга, который знал эту информацию, будет немного сложновато. Воспользуемся правом на ошибку. Давай право на ошибку и И ваш ответ? Б. Б-20. Развитие организованного спорта в Чеченской Республике также имеет свою историю. Так, к апрелю 1930 года в Чеченской автономной области насчитывалось 35 спортивных секций, объединявших почти 2500 спортсменов. Немного неверный ответ, но благодаря подсказке вы идете дальше. И 9 вопрос. С какого века джиу-джитсу стал развиваться как стиль самообороны? С 15 века, 16, 17, 18 века? Я знаю, что джиу-джитсу как боевое искусство, оно зародилось в 17 веке. Дальше оно развивалось, и в конце 19 века один из последователей джиу-джитсу, его зовут Кано, он создал вид спорта, уже как вид спорта, и назвал его не джиу-джитсу, а дзюдо. То есть из боевого искусства джиу-джитсу произошло дзюдо уже как готовый вид спорта. Вообще поэтому, несмотря на то, что джиу-джитсу появилось раньше, дзюдо развилось быстрее и сейчас является олимпийским видом спорта. Бразильское джиу-джитсу, оно, конечно, набирает обороты, популярность, особенно в медиа, и тем не менее оно в плане официальности своей уступает. И я думаю, тут, если говорится как стиль самообороны, то есть тут не говорится, когда он стал видом спорта, а стиль самообороны. Я думаю, это и есть 17 век, потому что в это время они не соревновались в джиу-джитсу, а именно обучали своих солдат, как применять технику самообороны при непосредственном контакте. И я думаю, тут ответ С, 17 век. Юнус, ты согласен? Да, конечно, Хамзат является в этом специалистом, поэтому С. Джиу-джитсу начало переходить в стиль самообороны в начале 17 века, в период Эдо. Это произошло после того, как сёгунат Тогукава ввел строгие законы, запрещающие военные действия, и самураи уже не нуждались в доспехах. В это время джиу-джитсу стал развиваться как система самозащиты. И 10-й финальный вопрос. Как вы думаете, про что будет?
Про Буайсара Сайтиева. Логично. Нелогично, но правильно. И этот вопрос звучит так. С каким счетом Буайсар Сайтиев одержал победу в финале Олимпийских игр 1996 года? 5-0, 2-3, 5-7, 1-10. Я думаю, те ребята, которые занимаются вольной борьбой, они прям наблюдают за нами и удивляются, как он может не знать. Но, к сожалению, я точно не знаю ответ на этот вопрос. А если у Юнуса есть вдруг какие-то предположения, может, вольной борьбой занимался в детстве? Да, в детстве было. Да? Да. Прикинь. Так. Мы сведем это на то, что мы переживали и забыли это. Давайте тогда. Это последний вопрос, да? Да. У нас есть одна подсказка. Звонок другу. Я знаю, кому даже можно позвонить. Именно у меня есть коллега на работе, который очень хорошо разбирается с темой Буайсара Сайтиева. Давай ему позвоним. Шейх Хамад, ассаламу алейкум. Хамзат со своим другом находится на передаче на телеканале «Войнах». Называется передача «Эрудит». Меня зовут Рамзан Абуев. И они, значит, в финале. И они не совсем знают ответ на финальный вопрос. Вы можете им помочь? Ну, давайте озвучите вопрос, я постараюсь им помочь. Надеюсь, что у меня получится. Я тогда передам телефон Хамзату, он и непосредственно озвучит этот вопрос. Давайте, слушаем. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам, рамтуллах. Шамад, я не сомневаюсь в твоих знаниях касаемо Буайсара Сайтиева. Я думаю, ты мне поможешь. С каким счетом Буайсар Сайтиев одержал победу в финале Олимпийских игр в 1996 году? Если мне память не изменяет, эта Олимпиада проходила в Атланте, 96 год, и Буайсар Хамидович тогда в финале одержал верх 5-0 над соперником. Я очень надеюсь, что это правильный Я ответ. тоже 5-0 был счет, я помню, 5-0, если мне память не изменяет. Атланта, Олимпиада, 96 год. Все, Шамад, тогда мы выберем Аза получается, да? Да, 0,5 счет. Все, 5-0. О результатах чуть позже тебе скажу, он ДРС. Все, жду тогда, жду, давай с тобой ДРС. Давай. И какой ответ вы выберете? Я думаю, что Шамад по-любому верный ответ нам сказала. Это ответ А, 5-0. Буайсар Сайтиев в финале Олимпиады 1996 года в Атланте одержал победу над корейским борцом Пак Джан Суном, не проиграв ни одного балла, что является редким достижением. Их счет был 5-0. Абсолютно верный ответ. Хамзат Юнус, вы абсолютно победители. Я вас поздравляю. И небольшой подарок от нашей телекомпании. Рамзан, я хочу поблагодарить тебя за то, что пригласил нас на сегодняшнюю игру. Несмотря на то, что основной мой вид деятельности это в сфере физической культуры и спорта, я был уверен, что многие вопросы и ответы я буду знать, но, как выяснилось, у меня есть пробелы и в этой сфере, и у меня есть над чем поработать, поучиться, и также, я думаю, у Юнуса есть что сказать. В целом все было интересно. Да, есть чему учиться всегда. Мы сейчас были этому свидетели. Спасибо вам за игру. Также дополнительно хочу сказать, что очень важно развиваться не только физически, но и интеллектуально. Как раз таки наше объединение с Юнусом это символизирует. Если я развиваюсь в сфере физической культуры и спорта, то Юнус интеллектуально развивает молодежь. Также и призываем молодежь Чеченской Республики развиваться не только
в одной сфере, но и комплексно. Амзат Юнус, я признателен, что вы приняли приглашение, пришли, гол, что вы победили. Лейлес Хилшиндал, я